Дамир Мулявич Хайликен, добрый день. Есть такая очень острая тема, связанная с татароязычным населением Пермского края. К сожалению, ряд, скажем так, политизированных историков, политтехнологов, как говорят, активно спекулируют на этой теме и пытаются представить тамошнее население как сугубо башкирское. Хотя для этого оснований не так много, но в связи с тем, что у нас не все имеют плотное, хорошее историческое образование, понимание вообще этнических процессов, там, этнопоток как был быстрый, легко клюют вот на эти вот такие вот уловки этих технологов. Не могли бы вы, скажем, схематично объяснить, на самом деле, что происходит и как вот сложилась та общность в Пермском крае, которая сейчас называется там татарской общностью? Да, такой вопрос действительно существует, и он не новый. В последнее время даже мне было интересно смотреть, как вот наша певица, известная Гузель Уразова, пыталась объяснить, кто она такая. И башкирка она была, и татарка там стала потом. И я таких людей встречал и раньше, но они преимущественно вот в данном случае из Бардымского района Пермского края. Там еще татары есть, они в бассейне Сылвы и Ирене живут, это другая история. На ней мы тоже еще остановимся в будущем. Но вот Бардымский район очень интересен. И вот даже наши башкирские коллеги написали популярную брошюру «Башкиры Пермского края» называется. И там даже карта есть. Вот такая карта. Вот это синеньким показаны как раз башкиры, так называемые Бардымского района. Южнее там другие группы есть, на них останавливаться не будем, это другой вопрос. Но вот я хочу немножко сказать о тех группах. Это татароязычная группа, довольно большая, там почти 40 населенных пунктов. Можно сказать, Бардымский район, компактно татароязычный район. Там других практически нет, 99% населения состоит из вот татароязычного населения. Они, конечно, отчасти маркированы как башкиры, но там татары тоже есть. Вот по последней переписи там фактически около 35% были записаны татарами. Раньше там и другая ситуация была. Сейчас вот татароязычное население Бардымского района, оно действительно переживает процесс формирования стандартных татар. Но этот процесс далеко не простой, и у меня есть даже новая формула, что есть татарские башкиры. Это относительно новая формула, но если расшифровать, то значительная часть башкир татароязычных уже довольно давно находится в орбите татарской нации и даже вошла в состав татарской нации. Но вот из-за вот такой номинации, из-за их проживания в другом окружении, им невозможно пока полностью интегрироваться в состав татар. Но я думаю, в этом ничего страшного нет, потому что есть же мишари. Они представляют татарской нации. Есть нагайбаки, тоже, в принципе, татары. Есть кряшины наши славные, тоже татары. Сибирские татары есть у нас особой идентичностью, но являются частью татарской нации. Поэтому я думаю, что, будучи даже башкирами, можно быть частью татарской нации. Вот это Уразова очень хорошо показала, каким образом это происходит. Конечно, наши сородичи не совсем поняли ее посыла, но это вопрос исторический очень такой глубокий, и поэтому я хотел немножко рассказать, вот как сформировались так называемые гайнинцы, которые проживают вот на основной территории Бардымского района. Ну, наиболее старые документы говорят о том, что вот эта группа, которых обычно называют гайнинскими башкирами по старым документам, они сначала назывались тулвинскими башкирами, а еще раньше назывались тулвинскими остяками, вот в русских документах. То есть мы здесь имеем некое население, которое, будучи остяками, по-тюркски иштек, они одновременно позже стали башкирами. Но что самое интересное, начиная с ранних документов, здесь постоянно фигурируют и татары тоже. И одно и то же население, один и тот же человек может быть записан и башкиром, и татарином.
что весьма интересно. Равич, если вы позволите, для наших зрителей, наверное, стоит, пояснить, что астяки – это все-таки не тюркскоязычное население. Да, и имевшие весьма своеобразные культурные параметры. И вот здесь как раз хочу зачитать одно место. В 1570-х годах там был известный миссионер Трифон Вятский, и он оставил описание этого населения достаточно своеобразное. Вот что он пишет об этих астяках Тулвинского бассейна. «Бяше кладбище астяцкое или пака реща жертвище идольское. Бяха тут древесы великий, многоветвенный». И дальше дописывает. Вот у них что было идоложертвенное древо, глаголемый ель, бебло величайше прочих древес, толстота бабяша его кругом 1,5 сажений, а ветвь его длиной 4 сажений. И вот на этом дереве имелись серебро и злато, шелок и ширинки, то есть холст, и кожи, приносимые нечестивыми. И дальше он объясняет, что это было общее жертвенное место, куда приходили чуть не с Печоры еще, из далеких мест. Понятно, что население это было еще языческим в 1570-х годах. Но мы здесь не должны удивляться, точно такая же ситуация была на самом деле у сибирских татар в это время. И у казахов тоже, кстати, они тоже были полуязычниками. Хотя вот на этой территории Тулвинского бассейна имелись и мусульмане. Потому что есть описание о конкретных людях, генеалогиях известно, у них имена Уракбей, Сюндюк. Кстати, вот Трифон Вятский Сюндюк упоминает как астятского вождя, Зивендук он пишет. Это одни и те же люди фактически. А вот у этого Уракбия отец Мамедкул был имамом. Топонимика, кстати, встречается в Ульяновской области, Сюндюк. Да. В Тюрках есть. Это тюркское имя. То есть вот эта группа знати, которая была исламизирована раньше, может быть, они здесь были как раз культуртрегерами, они были мусульманами. И они же позже все время называются татарами. Вот, к счастью, сохранились генеалогии вот этой знати. Я их все время изучал, и не только я, другие исследователи тоже. Удалось установить, что по племенной принадлежности эти знатные лица были буркутами. И тут пора вспомнить, что буркуты были также и в Западной Сибири. Из них были тайбугиды, которые правили как великие князья в Западной Сибири, у шибанидов служили. Буркуты известны дальше и в других шиманидских государствах. И сейчас уже можно сказать, что установлено, эта группа, это племя пришло вместе с Шибаном. Когда монголы завоевывали Приуралье, потом Волжскую Булгарию, буркуты все время были в отрядах Шибана. И я сейчас абсолютно уверен, что эти буркуты остались частично в восточных районах Волжской Булгарии и в Приуралье. Вот эти территории, как и Западной Сибири, были даны Шибану во владение. Я думаю, что Шибан первоначально сидел или в Болгарах, или в Белярах, но то, что осталось от Беляр после завоевания. И вот весьма любопытно, что в легендах как раз этих татаро-астяков Тулвинского бассейна есть интересные пассажи, связанные с их предками. Я вот зачитаю кое-какие места из древних их сказаний. Там сообщается как раз о том, что вот как их предки переселялись. Вот что, это документ 18 века, они пишут: в 13 столетии предки их татары, пришедшие из Азии, поселились около Волги и Камы, а затем покорили и живших по реке Щудской. Здесь явно имеется в виду язычники какие-то. И они были под властью кипчакских и казанских царей, но по юртам имели своих князей. Вот дальше перечисляются имена Уракбия Мамедкулова и Сюндюкбия Мамедкулова. И дальше аналогичное предание есть другие. Вот в другом документе сообщается следующее. Начало происхождения от поколения было Тарханов, перешли и поселились в всех местах с давних лет, издревле. Потом под российскую державу покорены они по взятии Казани, а до покорения находились в управлении подданстве, удержавшись своего нагайского хана. Вот их предание. И там даже есть интересный пассаж, почему эти татары, которые сидели на астяках этих, были их хозяевами или их знатью, почему ушли под российскую державу.
они сообщают, что нагайцы приходили, взимали у них дань молодыми девушками, по 10-20 девушек брали на летнее время, потом отдавали обратно, и вот это население считало это за бесчестие, и поэтому, мол, они ушли под российскую державу. На самом деле, конечно, здесь отчетливо видно, что первоначально данная территория находилась в подчинении у казанских ханов, потом, когда Казань была взята, а еще нагайцы находились южнее, о них мы отдельно еще расскажем, они ушли под нагайское подчинение, и некоторое время у них хозяевами были нагайские бии, которые здесь названы ханами. И вот это население двусоставное. Древняя основа населения явно была угорского происхождения, потому что вот даже название рек Сылва, Тулва, окончание Ава, это угорская вода означает, да, вода, Тулва, Сылва и так далее. И, конечно, они постепенно уже тюркизировались. Я думаю, что, может быть, к приходу вот русских они уже были тюркизированы, скорее всего. Имена у них вот тюркские тоже звучат, хотя очень нестандартные. И это население надо рассматривать не вот так изолированно, только здесь. Фактически точно такое же население имелось и восточнее бассейне рек Ирени и Сылвы. Это территория будущего Кунгурского уезда. Они тоже назывались татары и астяки. И такое продолжалось до начала 17 века. Потом термин «астяки» был замещен на термин «башкиры». Но, что самое интересное, татары никуда не делись. Потому что вот в двух населенных пунктах, где жили потомки вот этих князей, это населенные пункты Коянова и Култаева, это близко к Каме, там есть реки Мулянки, на устье находится, там население все время себя называло татарами. Хотя время от времени их к башкирам причисляли, но, скажем, по переписи 1926 года, уже советского периода, перепись очень хорошая, там значительная часть, около 1000 человек себя назвали татарами. То есть вот считать, что здесь одни башкиры жили, невозможно, хотя башкирская маркировка осталась у части населения, но они очень своеобразные, имели культурные особенности. И потом, конечно, ислам у них уже окреп, они стали стандартными мусульманами. И даже мы знаем, что предки Тукая тоже оттуда вышли, из этой среды. То есть они были просто образованные и мусульмане, но это случилось позже. И вот обычно мы у башкирских политтехнологов при таких сложных ситуациях слышим очень одномерное определение. Вот часто мы слышим, что приезжие с казанской стороны имамы, учителя учили их и привели татарский язык. Я думаю, что это ложь, потому что вот у меня в руках книга, изданная в Башкирии, в Уфе, называется «Документы и материалы по истории башкирского народа». И здесь есть очень интересный документ, который написан как раз ганинскими башкирами 1766 года, ранний документ. И вот здесь, как они определяют свой язык. Смотрите. В 1765 году, вот рассказывает этот башкир, ну в кавычках слово башкир я беру, он пишет, что он написал письмо, внимание, на татарском диалекте в другую деревню. То есть здесь речь идет не просто о арабской графике, а здесь сказано о речи, о языке вот письма. Значит, уже в 1760-х годах они, значит, писали по-татарски. И потом мы имеем еще исследование конца XVIII века, которое опубликовано тоже. Там прямо вот русские исследователи того времени, они говорили, что речь у этого населения татарская. И это означает, что вот татарские группы, которые пришли, я думаю, что достаточно рано, то есть это группы, которые с монгольско-татарскими войсками двигались, они здесь стали хозяевами, князья из них были, и они здесь застали старое угорское население, которое вплоть до XVI века сохраняло свои культурные особенности.
были полуязычниками, может быть, даже полностью язычниками были. И они постепенно их ассимилировали, в языковом плане точно. Но в том числе изменилась и их культура, потому что вот эта культура северо-западной группы полностью Приуралья, она очень близка к татарской культуре. Это вариант татарской культуры, как этнограф я утверждаю. И поэтому группы начали входить в орбиту татарской общности достаточно давно, еще с средневекового времени, со времен Золотой Орды. И, естественно, позже эта тенденция продолжалась, потому что мы знаем, что здесь и сибирские татары тут двигались. Вот чуть восточнее Гайнинцев есть точное свидетельство о том, что там сидели выходцы из Сибири. Вот, скажем, в Сылвинске-Ренском бассейне сейчас аргументы уже приведены, документальные материалы есть, в том числе родословные, гласящие о том, что были выходцы из состава сибирских татар, которые там тоже заняли такие княжеские позиции знатных лиц. И в этом плане изначально вот получилось, что здесь шел процесс формирования общности, где татарский компонент был ведущим из-за средневековых процессов. Конечно, вот эти угры, уже тюркизируемые, они сидели не только тут, не только гайнинские угры, но и другие. Вот, скажем, у тех же гайнинцев есть очень интересное предание, которое тоже показывает, откуда они в своих истоках идут. У них есть предание о том, что их предки пришли из снежных стран, причем на оленях, и их первоначально были два брата – Гайне и Айне. И вот Айне, второй брат, он на самом деле, как этноним, его наименование сохранилось у группы Яней. Эта группа, она располагается как раз южнее, в том числе группа Яна имелась, или Яней имелась и бассейн реки Иш, то есть на современной территории Татарстана. И что самое интересное, точно такое наименование клановое было у древних венгров. Яно называется эта группа. То есть мы здесь видим отчетливо угорский компонент, который вначале жил достаточно широко. То есть в восточных районах Татарстана тоже представлена эта группа. И вот в татарских исторических хрониках есть отчетливое объяснение, что действительно такие группы имелись, потому что вот Дафтери Шангазнама, источник конца 17 века, там, когда описывается поход Тимура против Булгарского вилаята, там Тимур после взятия Булгара двинулся на восток, ну, где примерно Беляр находился. И вот одно из объяснений, почему Тимур туда пошел, что он решил наказать язычников. И действительно там упоминаются очень интересные этнонимы в связи с Булгаром и Беляром, это восточная группа, ну, бассейн реки Зай, вот эта территория. И именно там фиксируются следы старой щиаликской культуры археологической, которая считается угорской культурой. То есть вот в восточных районах, которые сейчас являются западом Приуралья, ну, южного Приуралья, там вплоть до конца XIV века, да, и вот позже в Пермском крае имелись угорские группы, которые фактически они вошли в состав волжских булгар, эти угры. Потому что вот даже такая интересная группа, часть волжских булгар, как сувары, на самом деле это угорская группа. И можно сказать, что это был субстратный элемент такой этнический, который занимал обширную территорию, и он сильно контактировал вот в более позднее время с татарскими группами, златордынскими. И получается, что этническая основа татар по Волжье и вот этих групп Приуралья одна и та же была совершенно. Поэтому, начиная с средневекового периода, в том числе период Казанского ханства, здесь все время эта территория была привязана к или Волжской Булгарии, или к Казани. Поэтому вот здесь не зря в легендах упоминается о том, что они сначала вот имели связь с казанским державцем, только потом нагайцам подчинились. Но и нагайцы, это же фактически нагайские татары, поэтому когда нагайцы после поражения Казани здесь еще продолжали дань собирать, они фактически выполняли ту же самую функцию татарского суперстрата, как бы господствующий слой нагайцы были. А вот более поздний период, как бы русские пришли,
в их представлениях это население было башкирское. Потому что на территории Уфимского уезда там были вот четко отграниченные сословные группы, одна из них была сословие башкиры. И вот этих иштяков русские обозвали башкирами, и они долгое время продолжали себя именовать тоже башкирами по сословной принадлежности. Но, как я уже сказал, принадлежность к татарам никуда не исчезла, потому что часть постоянно себя именовала татарами. И поэтому в более поздний период, когда начался этап уже национального развития, фактически эти группы, будучи татароязычными, все время к татарскому центру стремились. И вот в культурном, языковом плане там образование шло по-татарски все время. И из-за этого они как раз постепенно превращались в часть татар. И поэтому у них башкирское самосознание полностью не исчезло, до сих пор есть. Потому что вот, если спросить тех же самых жителей Бардымского района, они могут сказать, что они вообще башкиры. Но они тебе тут же скажут, но мы не те башкиры, которые вот настоящие, а мы другие. Потому что они действительно другие, из-за того, что они татароязычные с татарской культурой, и у них полностью вот культурные связи направлены в сторону Казани фактически, они являются составной частью татарской нации. И вот я Гузель Уразовой посоветовал бы в дальнейшем, она не должна стыдиться или там скрывать свою башкирскую принадлежность. Это не те башкиры, это татарские башкиры. Хорошо, спасибо.